Глава 4. 4 года просвета. Эпиграф. Декабрь 1945, апрель 1946 года. Пожарник в ИВАН. Апрель 1946, декабрь 1947, аспирант ИВАН. Февраль 1948, май 1948, библиотекарь психиатрической больницы, май 1948, сентябрь 1948, научный сотрудник Горно-Алтайской экспедиции, январь 1949, сентябрь 1949, старший научный сотрудник ГМЭ. Лев Гумилев. Примечание. Из личного листка по учету кадров. ЛГУ, 1960 год. ИВАН, Институт востоковедения Академии наук СССР. ГМЭ, Государственный музей этнографии народов СССР. Конец примечания. Этот отрезок жизни ЛН крайне короткий, почти не просветлен никакими воспоминаниями ни самого ученого, ни его друзей и знакомых. Что-то можно уяснить только по сухим документам и немногим сохранившимся письмам. В скупом личном листке по учету кадров ЛГУ не отмечены два существенных момента. Первый. Между демобилизацией, сентябрь 1945 года, и окончанием экстерном истфака ЛГУ, март 1946 года, прошло всего-то 5 месяцев. При этом ЛН сдал экзамены не как-нибудь, а в основном на отлично и хорошо. Существенно и то, кому он сдавал экзамены. История СССР отлично и аккуратная подпись Греков. История Древнего Востока отлично, Струве. Новая история отлично и замысловатый завиток Тарле. Из оценок по истории одна тройка по новой истории 1830-1870 годы, которую поставил профессор Молок. Торопился ЛН сдать все, скорее получить диплом, словно предчувствовал, грядет что-то недоброе. Поэтому очень торопился. Второй момент, не отмеченный в личном листке, от поступления в аспирантуру, апрель 1946 года, до отчисления из нее. Учтем только, что за эти 1,5 года успело выйти известное постановление ЦК, касавшееся Ахматовой. ЛН торопились убрать. Но и он тоже торопился. Был отчислен со всеми сданными экзаменами и готовой диссертацией. Защитить ее удалось только через год, в декабре 1948 года, благодаря ректору ЛГУ Вознесенскому. Огромным счастьем и для ЛН, и всего университета было то, что в грозном июле 1941 года ректором стал именно он. Трагедии нарастают и разражаются неожиданно. Нормально ЛН пожил всего несколько месяцев, точнее до 14 августа 1946 года, до постановления ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Читатель, возможно, ждет, что 100-й раз будет воспроизведен тот набор эпитетов и проклятий интеллигенции в адрес всей власти, а особо в адрес тупоумно-неинтеллигентного функционера Жданова, оформившего этот удар по литературе, по интеллигенции, по городу. Но во всем же должна быть какая-то логика, даже если события той осени кажутся абсолютно алогичными. Эта логика блестяще раскрыта в исследовании Сергея Куняева, который опирался на многие работы и труды серьезных историков, касавшиеся 1946 года, и, что еще существеннее, так называемого
ленинградского дела. Примечание. Куняев. Постскриптум 1 и постскриптум 2. Наш современник, 1995 год. Номера 10, 11. Конец примечания. Горючий материал для этого взрывного постановления накапливался давно. На самом высоком уровне и, по большому счету, оба, что называется, зловредных журнала и оба, что называется, героя постановления, были вообще ни при чем. Борьба шла наверху, на самом верху, а у холопов... Год 46-й был не страшным, или точнее страшным лишь для немногих, но он был увертюрой 49-го, поистине страшного. Я был в Ленинграде с весны 1944 года и отлично помню эйфорию выстоявшего и победившего города, который теперь знал весь мир. Конечно, восприятие города было очень разным у тех, кто видел его в годы блокады, и тех, кто сравнивал с Ленинградом августа-сентября 1941 года. Для Анны Ахматовой это был странный призрак, притворяющийся моим городом. Примечание. Ахматова. Коротко о себе. Сочинение, том 2. Ленинград, 1986 год. Страница 239. Конец примечания. А блокадникам виделось другое. Быстро исчезали развалины. Мертвый дистрофичный город вдруг помолодел. Вернулись с фронта молодые ребята, на стройках работали здоровые краснощекие девушки в ватниках. В воздухе весеннего 1944-го царил оптимизм, гордость своими 900 днями и надежда на быстрое лучшее. Бедно жили тогда ленинградцы, но разве это можно было сравнить с недавними лишениями и ужасами голода? Вернувшийся с фронта бравый зенитчик Л.Н. писал еще под Берлином: «И 5 Фокке-Вульфов опять в вышине уходят на запад к чужим облакам, а 2 кружатся в дыму и огне и падают вниз на горящий Альдам. Минута, другая, и вдруг тишина, и одора синяя лента видна, и виден победы улыбчивый взгляд. Сегодня в Альдамме отмщен Ленинград». Примечание. Ленинградский университет в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ленинград, ЛГУ, 1990 год, страница 282. Конец примечания. Патриотично было и руководство города, чего стоило хотя бы массовое переименование улиц. И это в январе 1944 года. Сегодняшние так называемые ревнители старины, уничтожающие память даже о Гоголе и Салтыкове-Щедрине, за что? Могли бы вспомнить, что до января 1944 года вообще не было Невского. Был проспект 25 октября, не было и Литейного, был проспект Володарского. Большой проспект Петроградской стороны назывался именем Карла Либкнехта и пересекался с бывшей Введенской, названной именем Розы Люксембург, и так далее, и тому подобное. Было переименовано, точнее восстановлено, 20 исторических названий. Руководство города сделало это, не согласовав с Москвой, сделало до известных слов вождя о великом русском народе. Оно тоже было захвачено эйфорией, а к тому же считало, что так называемые свои в Москве поддержат Жданов, Кузнецов. На Соляном переулке, напротив инженерного замка, в высоком темпе готовился к открытию музей героической обороны города. Если верить официальной версии,
Правда, появилась она потом. Идеей ленинградского руководства было создание Российской Компартии со своим ЦК и центром в Ленинграде. Это уже было роковой, по сути, самоубийственной переоценкой ситуации и своих возможностей. Патриотичны были и популярные ленинградские журналы. Тоненький, но большеформатный, красивый Ленинград и более традиционная толстая «Звезда». Печаталось много, и, видимо, непозволительно много истинно русского. О Новгороде, о первых русских изобретателях, без перехлестов. Шли статьи о Серебряном веке и его героях, об Александре Грине, даже о Николае Клюеве. Шли стихи о войне, о ломоносовском пятачке молодого Михаила Дудина. Была и борьба против эксплуатации темы страдания блокадного города, против пессимизма, но это проходило где-то, так сказать, за кадром, на писательских так называемых тусовках. Но при злой воле, а она инициировалась в Москве, наверху, все это можно было подать и как некое противопоставление Москве. Из памяти людей той поры не могли исчезнуть позорные эпизоды паники и бегства чиновников из Москвы в октябрьские дни 1941 года. В настоящем городе-герое этого не было. Не видя комплектов Ленинграда и «Звезды» за 1944-1946 годы, легко предположить, что главными авторами там были Ахматова и Зощенко, чуть ли не монополизировавшие прессу. Но это страшно далеко от истины. За все эти годы в Ленинграде было опубликовано всего 4 подборки ахматовских стихов, как десятых годов, так и совсем недавних. Зощенко в этом журнале не столько печатали, в 1946 году 3 его коротких рассказа, сколько критиковали за философскую повесть «Перед восходом солнца». Примечание. Куняев. Постскриптум 1 и постскриптум 2. Наш современник. 1995 год. Номер 10. Страница 187. Конец примечания. А в «Звезде» был напечатан всего один, но зато самый, так сказать, криминальный его рассказ «Приключения обезьянки», предназначенный совсем для другого журнала, а главное – времени. Лично Жданов вряд ли что-либо имел против планов превращения Невского города в столицу России, и уж тем более он не имел ничего ни против Анны Ахматовой, ни против популярного русского сатирика, сам, вероятно, читал с удовольствием многие из его рассказов. Об Анне Андреевне Жданов даже позаботился в войну. Эвакуация ее и Михаила Зощенко уже после замыкания кольца блокады была осуществлена по прямому указанию Ленинградского горкома. Более того, по воспоминаниям Надежды Мандельштам, она уж никак не склонна была заступаться за секретаря ЦК ВКПБ, он даже звонил в Ташкент, прося позаботиться об Ахматовой, в результате чего она получила лауреатский паек и из него кормила всех, кто нуждается в пище. Примечание. Вопросы литературы, 1989 год, номер 6, страница 239. Конец примечания. Михаил Зощенко еще в 1939 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Судя по воспоминаниям родных, он считал, что гонения на него начались не в 1946 году, а куда раньше, в 1943 году. Примечание. Даев. Коммунальные Зощенки. Наш современник. 1996 год, номер 10, страница 203. Конец примечания. Вряд ли это было всерьез. Критическую статью в «Большевике» забыли бы максимум через пару лет, если бы не очередной знак внимания к нему со стороны ленинградских властей,
который оказался, как считает историк Волков, роковым и для писателя, и, как это ни парадоксально, для самих этих властей. В мае 1946 года, за 3 месяца до так называемого исторического постановления, вряд ли этот короткий интервал был случайностью. Зощенко был утвержден членом редколлегии «Звезды». Полагают, что это было инспирировано ведомством Берии. Наверху шла своя игра. Если вначале Жданову удалось выжать Маленкова из аппарата ЦК, то затем начался реванш маленковцев. Доложили Сталину. Видимо, показали криминальные журналы в натуре, нужным образом откомментировали. Перед заседанием Оргбюро ЦК 9 сентября 1946 года, вероятно, было еще одно, более узкое, где Жданову пришлось выслушать много жестких слов о распущенности ленинградских кадров. Примечание. Куняев. Постскриптум 1 и постскриптум 2. Наш современник, 1995 год, номер 10, страница 194. Конец примечания. А дальше спасайся кто может. Секретарь ЦК заложил и оба журнала, и обе, так сказать, криминальные фигуры, и тогдашних лидеров города Капустина и Широкова. Подковерная схватка в Кремле, происходившая высоко-высоко, ударила и далеко вниз по АА, сделав опять спорным вольное существование ЛН. Достать его и приобщить, что называется, к делу, было бы крайне легко в аспирантуре Ивана, и совсем уж нетрудно из библиотеки психушки. Но, возможно, в ту пору Жданов, не будем отказывать ему в каких-то человеческих чувствах, постарался смягчить реальный удар, ограничившись бранными словами разноса. Это подтвердил позже один из вернувшихся после так называемого ленинградского дела. В 1946 году Жданов вторично спас своих земляков от физической гибели. Если в 1941 их вывезли из осажденного города на самолетах, оставляя при этом под огнем раненых бойцов и беременных женщин, то теперь он выручил их из беды, возможно, не намеренно, но кто знает, прогремевшим на весь мир скандалом. Ведь если бы не это, так сказать, мероприятие, то композиторы и писатели обязательно попали бы в лапы заплечных дел мастера Абакумова. Вам знакомо это имя? Нам слишком даже оно известно. Примечание. Цитируется по Даев «Коммунальные зощенки», страница 204, конец примечания. Изгнанные из Союза писателей СССР Ахматова и Зощенко вновь получили свои продуктовые карточки непосредственно в Смольном. Замечу, что против объявления их диссидентами впоследствии боролся сам ЛН. Вся история августа 1946 года больнее всего ударила по ее вынужденному инициатору Жданову. Вначале могло показаться, что, сдав всех, он выиграл тактически, но это было очень краткосрочно. Проиграл же он стратегически и, видимо, свою жизнь. До августа ему казалось, что конкуренту номер 1 Маленкову не быть в аппарате ЦК, а Берия окончательно потерял пост руководителя НКВД. Но это было не так. Жданов переоценил свои возможности, переоценил благоволение самого. Незадолго до этого был построен санаторий Валдай. Как говорит местная молва, построен специально для Сталина. Место лучшее в европейской части страны, здоровое, чистое, у знаменитого и красивейшего озера. Говорят, сам приезжал туда единожды, посмотреть, что получилось. В густом лесу стояло одно капитальное, в старономенклатурном стиле здание и скромные домишки для обслуги и охраны вблизи. Беда в том, что впритык к главному дому
прислонились могучие темные ели. Вождю это не понравилось. Не обеспечен обзор, а значит безопасность. Вырубить деревья вблизи дома почему-то не решились. В 1948 году там, в пустеющей резиденции, отдыхал опальный Жданов. После какого-то разговора с Шепиловым ему стало плохо с сердцем. Добавим, и это очень существенная деталь, что заведовала кабинетом электрокардиографии Лидия Тимошук, имя которой страна узнала в 1952 году, когда она героически разоблачила врачей-отравителей и получила за это орден Ленина, отобранный после смерти вождя. 31 августа 1948 года Жданова не стало. Автор книги «В плену у красного фараона» Костырченко писал, что так называемое лечение Жданова нельзя было назвать даже халтурным. Так со своим пациентом не обходится даже начинающий терапевт. Примечание. Цитируется по Куняев, постскриптум 1 и постскриптум 2. Наш современник, 1995 год, номер 10, страница 196. Конец примечания. Через полвека Шепилов вспоминал. На пленуме ЦК, после 19-го съезда партии, Сталин с волнением и большой силой убежденности говорил, что Жданова убили врачи. Они сознательно ставили ему неправильный диагноз и лечили умышленно неправильно. Примечание. Шепилов. Воспоминания. Вопросы истории. 1998 год. Номер 6. Страница 12. Конец примечания. После смерти Жданова отпала последняя преграда для расправы с выскочками из Ленинграда. Начался поистине страшный 1949 год. Ахматова писала: «В Кремле не надо жить. Преображенец прав. Тут зверства древнего еще кишат микробы. Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы, и самозванца спесь взамен народных прав». От описанных событий было совсем недалеко до ленинградского дела. Они были прелюдией к нему. 1946 и 1949 годы несравнимы. В первом были слова, гнусные, гадкие, лживые, но все-таки лишь слова. Поклонница Анны Андреевны, страшно поверхностная и ненавидящая все советское, дотошно цитирует в своих мемуарах, смакует этот набор. Представительница чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии, взбесившаяся барынька и полумонахиня-полублудница, которая мечется между будуаром и молельней, а Зощенко – пасквилянт, хулиган и подонок, публично выпоротый журналом «Большевик». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, 1952-1962 годы, том 2, Москва, 1997 год, страница 8. Конец примечания. Мемуаристка даже вычислила, что писал текст постановления 1946 года сам Сталин, а не Жданов, что весьма спорно, а точнее вовсе бездоказательно. Примечание. Берлин. Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах. Звезда. 1990 год, номер 2, страница 150. Но в 1946 году никого, кроме узкого круга причастных к делу, не выгнали с работы и не репрессировали. Ощущался какой-то странный диссонанс между словами и делами местной власти. Не был ли это спектакль для верхов? Совсем другое дело 1950. В Ленинграде и области
Работы лишилось 2000 человек. Многие из них были репрессированы, некоторые расстреляны. Все это абсолютно несравнимо со словесной волной 46-го года. Примечание. Куняев. Постскриптум 1 и постскриптум 2. Наш современник, 1995 год. Номер 10, страница 184. Конец примечания. К чести Анны Андреевны, надо сказать, что она не сломалась после постановления ЦК и Ждановского доклада. Корней Чуковский вспоминает уже в 1954 году. Седая, спокойная женщина, очень полная, очень простая. О своей катастрофе говорит спокойно, с юмором. Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие и убедилась, что в сущности это одно и то же. Примечание. Чуковский. Дневник. 1930-1969 годы. Москва. 1994 год. Страница 211. Конец примечания. Но Михаил Зощенко был сломлен сразу и навсегда. Видевший его 4 годами позднее Чуковский вспоминает: ни одной прежней черты. Теперь это труп, заколоченный в гроб. Даже странно, что он говорит. Примечание. Чуковский. Дневник. 1930-1969 годы. Москва. 1994 год. Страница 267. Конец примечания. А.А. отнеслась ко всему в конечном итоге с юмором, как бы дико это ни звучало. А М.М. искренне хотел следовать предложенным ему курсам, что подтверждают его дневники и бумаги. Примечание. Даев. Коммунальные зощенки. Наш современник. Номер 10. 1996 год. Страница 205. Конец примечания. Великая поэтесса не могла тогда понять истинных причин катастрофы. Нам сегодня куда легче, располагая морем информации и всем набором мнений. Ей в ту пору казалось, что доминируют какие-то личные мотивы. Согласно одному из объяснений А.А., Сталин приревновал ее к овациям. В апреле 1946 года, когда Ахматова читала свои стихи в Москве, публика аплодировала стоя. Последняя почесть полагалась только Сталину, а не какой-то поэтессе. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, 1952-1962 годы. Том 2, страница 17. Конец примечания. Мелковато и вряд ли докладывалось вождю. Второй мотив, приведенный в книге Лидии Чуковской, Сталину пришлось не по душе ее дружба с оксфордским профессором Берлином, посетившим в 1945 году Ленинград. В другом месте мемуаров Чуковская даже называет этот мотив главным и отмечает, что в 1956 году А.А. не встретилась с ним из боязни, считая, что несчастье с Левой связано с этой дружбой. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, 1952-1962 годы, том 2, страницы 17-227, конец примечания. Здесь какое-то лукавство. Эта дружба, видимо, была достаточно тесной, если они общались на «ты», если Исаии Берлину посвящены 2 ахматовских цикла стихов «Синг» и «Шиповник цветет», сожженная тетрадь. Ему же, считал кое-кто, посвящены и такие строфы поэмы: «Он не станет мне милым мужем, но мы с ним такое заслужим, что смутится 20 век». Правда, Герштейн называет его лишь 3-м прототипом образа гостя из будущего,
но профессор Жирмунский считал, что посвящение поэмы, опущенное при официальном издании, относилось именно к Исайе Берлину. Кто такой сэр Исайя Берлин? Он родился в 1909 году, окончил элитарную школу Сан-Паули, колледж Корпус Кристи в Оксфорде. В 1938-1950 годах работал в военной службе Министерства информации Великобритании. В 1941-1942 годах в посольстве Великобритании в США. В разные годы после войны читал лекции в университетах Чикаго, Принстона, в Гарварде и Иерусалиме. В 1957 году получил рыцарское звание. Примечание. Who is Who, 1968 год, Лондон, страница 241. Конец примечания. В 1960-1964 годах вице-президент Британской академии наук. Герштейн называла его специалистом по Толстому, Тургеневу, Герцену. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир. 1993 год, номер 12, страница 154. Конец примечания. В 1945 году Исайе Берлину было всего 36 лет, а А.А. 56. Реален ли какой-то его роман со стареющей женщиной? Исайя Берлин, если судить по его воспоминаниям, вряд ли испытывал к А.А. особенные чувства. В 1945 году он побывал в Ленинграде в Фонтанном доме. Свой визит он описывает безо всяких сантиментов. По крутой, темной лестнице мы взобрались на верхний этаж, и нас ввели в комнату Ахматовой, бедно обставленную. Я подумал, что, видимо, все из нее было вынесено во время блокады, украдено или же продано. Там оставались только маленький стол, 3-4 стула, деревянный сундук, софа и возле нетопящейся печи рисунок Модильяни. Величественная седая дама с белой шалью на плечах медленно поднялась нам навстречу. Начался длинный, неторопливый, сухо официальный разговор. Исайя Берлин пишет, что испытывал неловкость от ее холодноватой, чуть ли не царственной манеры держаться. Примечание. Берлин. Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах. Звезда. 1990 год, номер 2, страница 147. Конец примечания. Причины подобного поведения нам ясны. Вспомним реальную ситуацию. Лев совсем недавно вышел из лагеря, а всего боится, даже до постановления ЦК. Она и через 3 года после визита Берлина побоялась прийти на защиту Льва Николаевича, чтобы оплеванная персона, как она о себе говорила, не повредила сыну. И в это время ее так подставляют. В 1956 году, когда Берлин вновь приехал в СССР, они не встретились. Причиной была боязнь А.А. за Леву. Примечание. Берлин. Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах. Звезда. 1990 год, номер 2, страница 153. Конец примечания. Вдруг мне послышалось, продолжает свой рассказ о визите к А.А. Исайя Берлин, будто кто-то окликает меня со двора по имени. Сначала я не придал этому значения, но крики становились все громче, и слово «Исайя» было явственно различимо. Я подошел к окну, выглянул вниз и увидел человека, в котором узнал Рандольфа Черчилля. Он стоял посредине двора и, как подвыпивший старшекурсник, выкрикивал мое имя. Я опрометью ринулся вниз. Моей единственной мыслью было не допустить его в комнату. Это удалось сделать. Примечание. Берлин.
Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах. Звезда, 1990 год, номер 2, страница 147. Конец примечания. Берлин подозревал, что за Рандольфом Черчиллем, вероятно, следили. «Эта злополучная история, — пишет он, — породила в Ленинграде нелепые слухи о том, что сюда явилась иностранная делегация уговаривать Ахматову покинуть Россию, что Уинстон Черчилль, давнишний почитатель ее творчества, выслал специальный самолет, чтобы увезти Ахматову в Англию и тому подобное». Примечание. Берлин. Встречи с русскими писателями в 1945-1956 годах. Звезда. 1990 год, номер 2, страница 148. Конец примечания. Берлин увел Рандольфа и вернулся к АА лишь вечером. Разговор пошел уже откровеннее. Она даже читала свои стихи, вплоть до реквиема. Правда, она обозначила рубеж между собой и гостем, сказав: «Вы приехали оттуда, где живут люди». Примечание. Берлин. Встречи с русскими писателями в 1945-1956 годах. Звезда. 1990 год, номер 2, страница 149. Конец примечания. Поздно вечером пришел домой Л.Н. «Было очевидно, — пишет Берлин, — что мать и сын относятся друг к другу с величайшей нежностью». Примечание. Берлин. Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах. Звезда. 1990 год, номер 2, страница 150. Конец примечания. Жили в ту пору АА и Л.Н. бедно. Памятной ночью Л.Н. мог предложить иноземному гостю лишь вареную картошку. Больше у них ничего не было. Лев работал пожарником, правда, не где-нибудь, а в Институте востоковедения Академии наук СССР. АА еще печаталось понемногу, до августа 1946 года, и все-таки жили очень бедно. В апреле 1946 года Л.Н. удалось поступить в аспирантуру Ивана. Это был скорее поиск крыши, место, где можно защитить диссертацию опальному историку, поскольку академические учреждения были менее политизированы, чем вузы. Однако это, так сказать, неполитизированное учреждение оказалось страшным и отнюдь не по науке, а по доносам. Формула Л.Н. «ученые сажали ученых» родилась, по-видимому, тогда. Об этом он поминает многократно в письмах из лагеря 1950-1956 годы. Так, в 1954 году Л.Н. писал: «Моя опала началась еще в 1946 году. Там и есть корень зла. Настоящей причины моего бедствия не знаю, но предполагаю, что оно началось в стенах Ивана, и сидящие в академии бездарники определенно старались избавиться от меня, хотя бы путем самых фантастических и клеветнических измышлений. Они имели к тому же связи, и все завертелось. Завертелось и с успехом для них. Матери он писал позже: «Вспомни бесцельные усилия в 1947-48 годах, когда надо мной вообще никаких обвинений не висело, а меня выгнали отовсюду». Выгнали его из аспирантуры в декабре 1947 года, явно досрочно, при готовой-то диссертации, которая была признана в официальном отзыве вполне готовой к защите. Больше того, уже были отзывы члена-корреспондента Академии наук СССР Якубовского и профессора Артамонова на книгу «Политическая история первого тюркского каганата». Отзывы сверхположительные. Л.Н. был в панике, что с ним было редко. Он пишет отчаянное заявление-рапорт академику Струве,
а затем еще выше, академику Мещанинову. Последнему он писал: «Довожу до вашего сведения, что в комиссию по переаттестации аспирантов в Институт востоковедения представлены обо мне неверные данные, вследствие чего комиссия, как мне стало известно, решила меня отчислить. Это решение крайне несправедливо, так как я своевременно выполняю все обязательства, взятые на себя по плану. Прошу вас вмешаться и дать мне возможность работать». Но все было напрасно. Если бы не визит Л.Н. к Вознесенскому, то эту готовую диссертацию защищать было бы просто негде. На добрых людей Л.Н. везло. Притягивались они к нему как магнитом. У ректора была симпатичная и очень умная секретарша Маргарита Семеновна Панфилова, боготворившая своего шефа. Работала еще с Саратова и в какой-то момент оказалась соученицей Л.Н. на истфаке. Она без промедлений доложила шефу о просьбе Л.Н. принять его. Примечание. По воспоминаниям очень многих людей, Вознесенский был человеком и руководителем глубоко демократичным. В студенческой среде его называли не иначе, как «папа-ректор», и любой студент или служащий университета мог быть принят им. Смотрите, например, книгу «Ученый-коммунист» к 75-летию со дня рождения Вознесенского. Издательство ЛГУ, 1973 год. Конец примечания. В результате состоялся тот самый разговор, определивший оформление Л.Н. как ученого. Итак, после всех коллизий диссертация Л.Н. все-таки была поставлена на защиту. Но денег не прибавилось. Анна Андреевна после удара августа 46-го подпитывалась только переводами стихов. Хорошо знавший Л.Н. писатель Дмитрий Балашов писал впоследствии, что многие переводы с восточных языков, изданные под именем Анны Ахматовой, выполнял ее сын. Примечание. Балашов. Памяти учителя. Наш современник, 1993 год, номер 8, страница 143. Конец примечания. В 1948 году Лев уезжает в Горно-Алтайскую археологическую экспедицию. Конечно, важно было заработать, хотя платили археологам и тогда нищенски, но для него не менее важен был всемирно знаменитый объект исследования каменные курганы Пазарык и возможность поработать под руководством известного археолога Сергея Ивановича Руденко. Это была третья его экспедиция за 4-летний просвет. До этого, в 1946 и 1947 годах, он ездил в Юго-Подольскую экспедицию, которой руководил директор Эрмитажа профессор Артамонов. В упомянутом просвете, заполненном экзаменами, поисками работы, завершением диссертации, у Л.Н. появилась любовь. Героиней оказалась сотрудница отдела редкой книги публичной библиотеки Наталья Васильевна Варбанец, 1916-1987 годы, по прозвищу «Птица», принятому и Л.Н. Примечание. Термин «ласточка» или «птица» в лексиконе спецслужб обозначает сотрудника спецназначения, прикрепленного к объекту наблюдения. Ахматова и Л.Н. догадывались об истинных мотивах дружбы Варбанец со Львом. Конец примечания. Познакомились они весной 1947 года. Судя по фотографии, она была довольно интересной женщиной, а по успехам в работе выдающейся. Она стала специалистом международного класса по инкунабулам, автором книги о Гутенберге. Примечание. Козырева. Лев и птица. Мера. 1994 год, номер 4, страница 107. Конец примечания. Это была большая любовь Л.Н. Даже А.А. отнеслась к Наталье серьезно, а не как к очередной
приходимой крошки Левы. Но Наталью любил ее учитель и начальник по отделу. Она была многим ему обязана и, видимо, разрывалась между долгом и отношением к Л.Н., одичавшему, как говорили ее подруги, в лагере. В решающий момент учитель увез ее в Батуми. Лев смирился и даже острил, называя соперника Птибурдуковым, но переживал. Диплом кандидата исторических наук был выписан ваком 31 декабря 1949 года, а 6 ноября он был арестован. Началась вторая Голгофа. От редакции. Прошедшие со времени первого издания этой книги годы были омрачены бесцеремонным вторжением в личную жизнь ученого. Совершенно не занимаясь научным наследием Льва Гумилева, государственные учреждения, музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Пушкинский дом опубликовали его личную переписку, а инициаторами этого выступили бывшие знакомые Льва Гумилева Козырева, Прохоров и прочие. Примечание. Лев Николаевич Гумилев. Письма к матери брата Высоцкой, другу Абросову и брату Высоцкому. 1945-1991 годы. Составитель Прохоров. Санкт-Петербург, 2008 год. Конец примечания. Факт опубликования музеем Ахматовой в 2005 году книги «И зачем нужно было столько лгать?» письма Льва Гумилева к Наталье Варбанец из лагеря вызвал крайне негативную реакцию у близких, учеников и друзей ученого. Несмотря на это, по книге был поставлен трехсерийный фильм «Ты сын и ужас мой», а в 2012 году и спектакль. Шло это театральное действо не только в музее Анны Ахматовой, но и в последней квартире ученого, ставшей филиалом этого музея, улица Коломенская, дом 1/15. В спектакле ученый предстает в образе плохого сына великой матери, ссыльного и незадачливого любовника, а не как мыслитель и гордость России. Отчасти это произошло и потому, что тема личных отношений ученого, которая была впервые затронута Лавровым в этой книге, была подана уважаемым автором предвзято. Редакция посчитала необходимым дополнить текст книги новеллой ученицы Гумилева Новиковой, специально написанной для этого юбилейного издания. Она позволяет увидеть личную жизнь Льва Гумилева в несколько ином ракурсе. Новикова. Майская песнь. В Государственном Эрмитаже в коллекции древности Алтая хранятся уникальные артефакты V-IV века до нашей эры, найденные при раскопках пазырыкских курганов горно-алтайской экспедиции под руководством Руденко, учителя Льва Гумилева. В сезон 1948 года Льву Николаевичу посчастливилось самому принять участие в экспедиции музея. Среди экспонатов этой коллекции Лев Гумилев выделял знаменитый ковер из 5-го пазырыкского кургана, на котором изображена сцена противоборства эпических антропо- и зооморфных персонажей. Птица на высоких и тонких ногах с крючковатыми когтями бьется с так называемым алтайским сфинксом. Он с человеческой головой и с изящно изогнутым телом льва. Сомнений нет. Схватку начала пернатая хищница. Крепко вцепилась она в чуб своего противника, но тот уперся лапами в землю, не отступает и теснит обидчицу. Битва эта долгая. Хвост красной птицы Фэн-Хуан, это одно из священных существ Китая, воплощающее женское, иньское начало, успел прорасти и расцвести.
В аллегорической форме этот сюжет повествует о противостоянии степи и Китая. В памяти Льва Николаевича образы этого ковра, птица и лев, будили личные аллюзии и воспоминания. На рабочем столе ученого в его квартире можно видеть образы битв Евразии, историей которой он занимался всю жизнь. Вот пепельница резного китайского красного лака, под стеклом портреты монгольских ханов и миниатюры русских летописей. Абажур настольной лампы украшен мотивом так называемого звериного стиля. Эту роспись по просьбе мужа выполнила Наталья Викторовна Гумилева. Над столом казанская икона Божией Матери, около нее всегда светилась лампада. Рядом на стене портрет отца. В краткие мгновения отдыха, во время бесед за чаем на уютной кухне, супруги Гумилевы часто упоминали двух женщин. Не делая секрета из их реальных имен и фамилий, Лев Николаевич называл их именами коварных обольстительниц Наина и Далила. О последней будет речь дальше. Если кому-то было непонятно, кто из них кто, он уточнял: Наина? Ну, это которая птица. Тут уж все понимали. Но прошло немногим больше десятилетия со дня смерти ученого и год после смерти его вдовы, и нашлись люди, не постеснявшиеся опубликовать его глубоко личную переписку 1950-х годов, обелив свою знакомую и возведя при этом клевету на Ахматову и ее сына. Примечание. И зачем нужно было столько лгать? Письма Льва Гумилева к Наталье Варбанец из лагеря. Санкт-Петербург. Агат. Музей Ахматовой в Фонтанном доме. 2005 год. Конец примечания. Видимо, Лев Николаевич предвидел нечто подобное, говоря своим ученикам: «Не удивляйтесь, после моей смерти понапишут, понаврут обо мне». Он-то считал, что личные отношения совершенно не следовало запутывать. Что ж, расскажем читателю то, что нам известно о подлинной роли этой, так сказать, Наины в жизни ученого. Первые послевоенные годы были для Льва Гумилева годами краткого счастья. 33-летнего фронтовика радушно встретили в родном городе и вроде бы даже забыли его лагерное прошлое, разрешив закончить университет. К марту 1946 года Лев Гумилев аспирант. Он счастлив и совершенно убежден, наконец-то открылся простор для жизни и творчества. Да и кто же тогда мог ожидать другого хода событий? Но в мировом политическом закулисье уже начали плести новые интриги против страны-победительницы, а в руководстве СССР шла своя игра – противостояние Жданова альянсу Маленкова-Берии. Лев Гумилев жил в ту пору в квартире матери и с ноября 1945 года поневоле оказался втянут в интригу, развернувшуюся вокруг поэтессы. Начало ей положило экстраординарное событие – встреча Ахматовой с иностранцем. Такие контакты в ту пору в СССР без санкций соответствующих органов были опасны, и Ахматова об этом знала. Мемуарная литература молчит о том, что это общение было Ахматовой навязано, а сама встреча преднамеренно трактуется в духе мелодраматической легенды о странной любовной связи пожилой поэтессы и молодого англичанина. А ведь турист этот был непрост. Он был чиновником службы внешней разведки Великобритании, Directorate of Military Intelligence Section, 6 M16. Ахматова приняла Исайю Берлина по просьбе Орлова, члена правления Союза писателей СССР и одного из руководителей Ленинградской писательской организации. Лев Николаевич
рассказывал, что его мать просил об этом в телефонном разговоре некий чиновник из Смольного. Теперь уже понятно, что Анна Ахматова и ее сын стали жертвами обычной для тех лет интеллигентско-чекистской провокации. У советских органов госбезопасности появились все основания реагировать. Первый секретарь британского посольства Исайя Берлин, курировавший литературу и искусство, приехал в Ленинград в ноябре 1945 года явно не на экскурсию, а его дипломатический статус был крышей для должности главы британской легальной резидентуры, о чем в НКГБ отлично знали. Для точного прогноза развития политической ситуации в СССР английской разведке нужна была информация о настроениях советской творческой интеллигенции. Берлин встретился тогда и с другими деятелями культуры, в частности, с Пастернаком. По приезде домой будущий сэр составил подробный отчет о встречах с советскими писателями. Примечание. Игнатьев, Берлин Исайя, Alive, London, Chatto and Windus, 1998. Gray, Isaiah Berlin, third edited, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1997. Конец примечания. Благодаря прекрасной работе кембриджской пятерки, Филби и другие, эти материалы быстро оказались на столе у Сталина. Советская страна защищала себя, и именно поэтому была резко активизирована оперативная разработка всех контактов Исаии Берлина. По подозрению в шпионаже, Ахматова и ее сын стали объектами тщательной проверки. Специальные органы окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей. Они выявляли связи Ахматовой, а в ее квартире были установлены подслушивающие устройства. Но до поры Ахматова и ее сын не подозревали об этом. Лев Николаевич строил планы на серьезную личную жизнь. Виолет Эроу. В конце мая Петербург всегда по-особому красив. Но, как рассказывал Л.Н., в тот год город был восхитителен в муаровой полудымке белых ночей. На Марсовом поле мерцала, загадочно переливаясь фиолетово-лиловым туманом, и благоухала сирень. В декорациях этого призрачного марева поздним маем 1947 года произошла судьбоносная встреча Льва Гумилева. Как сказочное видение в его судьбе появилась загадочная дама. Воодушевление молодости и жажда любви помогли принять этот обманный призрак за воплощенный шедевр Серебряного века. 30-летнюю инфернальную красавицу звали Натальей Васильевной Варбанец, и служила она библиотекарем в отделе редких книг Государственной публичной библиотеки. Примечание. Строго говоря, знакомство Гумилева с Варбанец произошло по верной рекомендации, и, возможно, этому поспособствовала белогвардейская тема. Их познакомила сотрудница ГПБ Вера Владимировна Гнучева, дочь бывшего офицера, преподавателя Михайловского артиллерийского училища Гнучева, 1879-1920 годы. Смотрите «Волков. Офицеры Российской гвардии. Москва, 2002 год». Чуваков. Незабытые могилы. Российское зарубежье. Некрологи. 1917-2001 год. В 6 томах. Москва, 2007 год. Конец примечания. Работала она с одной из крупнейших в мире коллекций инкунабул, западноевропейских первопечатных книг второй половины XV века, которая размещалась в специально построенной готической зале, известной как «Кабинет Фауста». В советской стране
после нескольких лет большого террора было невероятно встретить женщину-дворянку. Мать Натальи, Ольга Павловна Руссет, происходила из старинного французского рода. Руссет, а с XVI века Россет. Возможно, в пользу знакомства послужило и то, что род был известен. К нему принадлежала Александра Осиповна Россет, фрейлина императрицы и знакомая Пушкина и Гоголя. Ее отец, le chevalier Жозеф де Россет, младший сын мальтийского рыцаря, родом из Дофине, сражался под знаменами Потемкина и Суворова. На царской службе проявили себя братья Руссеты, а многие из них, генерал-майор Руссет, А.Е. Руссет, М.Н. Руссет, К.А. Руссет, после 1917 года были участниками Белого движения. Легенда связывала этот род с гугенотами, но прекрасная незнакомка была погружена мыслями и душой в еще большие глубины истории. Наталья Васильевна была настолько фанатичной поклонницей и знатоком жизни Средневековья и Возрождения, что даже почерк свой стилизовала под шрифт старинных рукописей. Но самым главным для нее было проявление женской сути. Пленительно, умна и образованна, мистично и музыкально, к тому же с происхождением. Очарование подействовало. Лев Николаевич настолько серьезно увлекся, что уже на следующий день после знакомства предложил свои руку и сердце. Красавица не знала, что ответить. Она была не свободна. Ее прошлого Л.Н. не знал, а оно было бурным. До войны Наталья Васильевна входила в странную, веселую, богемную компанию, из которой с завидной регулярностью время от времени кто-то бесследно исчезал. Это ГУЛАГ забирал свою очередную жертву. Был арестован и сослан отец Натальи, Василий Ефимович Варбанец. Но саму ее беды обходили. Ее покровитель и непосредственный начальник, историк-медиевист Владимир Сергеевич Люблинский, Нахимович, 1903-1968 годы, был человеком с многочисленными и весьма неожиданными связями. То, что он был женат, не мешало его тайной любовной связи с Варбанец, которая длилась с 1935 года до конца его жизни. Чистки и репрессии обошли стороной этот любовный треугольник. Чета Люблинских и Варбанец, дочь так называемого врага народа, продолжали, как ни в чем не бывало, работать в режимных отделах библиотеки, с легкостью проходя чекистские проверки на допуск к секретным сведениям. Банкетных данных Варбанец 1916-1987 годы есть явные несообразности. Люблинский пристроил свою пассию на работу в ГПБ, когда она бросила школу, знаменитую немецкую Анненшуле, и нигде не работала. Среднюю, вечернюю школу она окончила только в 24 года, и тут же без экзаменов была принята на филфак университета. Без проблем пережила блокаду, была демобилизована из армии в самый разгар войны и прочее. При этом, проживая в блокадном городе, она получила медаль за оборону Ленинграда, которую тогда давали отнюдь нечасто, но о ее конкретных подвигах в ходе этой обороны ничего не известно. После войны она получила медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне, а не за победу над Германией, как будто бы в армии она и не служила. Заметим, что Люблинский, будучи совершенно здоровым, был призван в армию только в 1944 году, но уже через месяц был демобилизован, и более военкомат к его персоне интереса не проявлял. Вечная женственность Натальи Варбанец проявлялась в соответствии с ее довольно специфическим для советских граждан мировоззрением, сложившимся под влиянием культуры туманного средневековья.
Она увлекалась средневековой эротической мистикой, с которой я познакомил старший друг. Дело в том, что с начала XX века в Петербурге, Петрограде, Ленинграде действовало несколько масонских или парамасонских организаций с магистрами и мастерами, с посвящением и клятвами, подписанными кровью, перепиской с-за границей и членскими взносами. В одной из них, Великой Ложе Астрея, во главе с оккультистом и мартинистом Мебесом, некоторое время состоял Люблинский. Интересы масонства наднациональны, а страны, в которых множились ложи, были потрясены революциями. Многие из членов Временного правительства и пришедших им на смену большевиков были масонами. Захватив власть в результате переворота в октябре 1917 года, большевики не были намерены ее терять. В увеличении числа неофитов масонства нужды больше не было. Поэтому-то в 1926 году чекисты и раскрыли заговор Остромова-Мебеса и арестовали всех его участников. Примечание. Архив УФСБ Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дело 12517, том 2. Уголовное дело номер 188/296, 1926 года. Брачев. Ленинградские масоны и ОГПУ. Русское прошлое. Историко-документальный альманах. Санкт-Петербург. 1991 год. Книга 1. Брачев. Красное масонство. Оккультные силы СССР под редакцией Балабухи. Санкт-Петербург. Северо-Запад. 1998 год. Конец примечания. Курировавший творческую интеллигенцию Агранов, с 1923 года заместитель начальника, в 1929 году, 1931 году начальник секретного отдела ОГПУ СССР, всерьез интересовался масонством. Примечательно, что Люблинский отделался легким испугом. 1927 год – арест 16 дней, 1928 год – 57 дней, тогда как его подельники получили реальные лагерные сроки, из чего можно сделать вывод, что он, видимо, не стал отказываться от сделанных ему чекистами предложений. Выйдя на свободу, Люблинский, а с ним и его жена, ученый-медиевист Александра Дмитриевна, урожденная Стефанович, вошли в другую тайную структуру. Религиозно-философский кружок медиевистов Гревса и Добиаш Рождественской был внешним кругом общества Воскресения Мейера Федотова, в котором изучали и развивали, и не только на бумаге, мировоззрение средневековых катаров. Многообразна была тематика обсуждавшихся неокатарами вопросов. От Канта до Фрейда, от Пруста до Бергсона, от марксизма до теологии. В кружке воспроизводилась духовная атмосфера раннего Средневековья, когда богослужение заменялось неким театральным действом. Для пробуждения мистического чувства братья и сестры вводили себя в особое состояние, используя в числе прочего практики секс-гармонизации личности, например, пресловутое трехчастное посвящение, подробно описанное в романе «Арсан. Дети Эммануэль» и тому подобное. Но органы госбезопасности посчитали, что и такая деятельность вредоносна для СССР. В 1928-1929 годах прошли аресты участников этих кружков. Люблинский снова вышел сухим из воды, а его карьера стремительно пошла вверх, в то время как его друзья по конспиративному общению и изучению средневекового оккультизма томились в лагерях, Люблинский в разгар массовых репрессий стал заведующим одновременно и отделом консервации и реставрации публичной библиотеки, 1948 год. Впрочем, в советской гуманитарной науке и культуре
После репрессий плодотворно трудились многие бывшие члены этих, так сказать, религиозно-философских кружков. Военный историк Габаев, внук Руссета, литературовед Бахтин, критик Пумпянской, пианистка Юдина, академик Лихачев и другие. Конечно же, о прошлом своей пассии Лев Николаевич до поры не знал. В ответ на его серьезные намерения Варбанец искусно изображала любовь, но предложила легкие минутные отношения. Л.Н. рассказывал, как удивила она его своей подготовкой в партерной гимнастике. Видимо, не пропал даром опыт гармонизации Люблинского со своими ученицами. Опытно играя сердцем своего поклонника, женщина многие годы оставляла ему призрачную надежду на женитьбу, не давая ему времени и возможности завести прочные отношения с женщиной, ищущей так же, как и он, покоя и взаимного доверия. Примечание. И зачем нужно было столько лгать? Письма Льва Гумилева к Наталье Варбанец из лагеря, 1950-1956 годы, Санкт-Петербург, Агат, 2005 год. Конец примечания. В августе 1948 года Ахматову настиг 9-й вал тайной войны. Вышло постановление ЦК ВКПБ с критикой ее творчества. А роман сына развивался по законам мелодрамы. В то лето Варбанец и Люблинский вместе отдохнули на Кавказе. На вопросы Гумилева она игриво называла его «люль» и успокаивала своей любовью. Ему была уготована роль вызывающих жалость героев песенок Вертинского «Лю-лю», «Минуточка» и других. Вспомните неустроенность их жизни, хрупкость мгновений, минуточек, их счастье и тоску по ускользающей мечте. Надо сказать, что песни вернувшегося в 1943 году из эмиграции певца Вертинского с их ностальгическим, так сказать, дореволюционным акцентом были в то время в СССР популярны, особенно среди уцелевших потомков бывших. Эти люди, привычные к эзопову языку, для точности обозначения скрываемого от большинства смысла, часто использовали в разговоре литературные фразы и строки, в том числе и из этих песен. Герои песен Вертинского играют в любовь, а вместе оказываются по чужой воле. «Сероглазочка», «Пей, моя девочка» и другие. Современному читателю может стать понятным отношение Варбанец к Гумилеву из строк песни «Минуточка». Герой мимолетного весеннего романа терпеливо ждет ответа на его серьезные намерения. «Мы в августе горе скрывали, и в парке, прощаясь тайком, с Люлю точно дети рыдаем осенним и пасмурным днем. Я плачу, как глупый ребенок, и голосом милым звеня, ласкаясь ко мне, как котенок, Люлю утешает меня». Примечание. Вертинской «Дорогой длинною», стихи и песни. Москва. Правда. 1990 год. Устав от игры сердцем возлюбленного, мадам утешила. «Ну, погоди, ну не плачь, минуточка, да ну не плачь же, мой мальчик Пай, твои слезы ведь тоже шуточка, это выдумал глупый май». Страсть и ревность не сбили Льва Гумилева с пути. В конце 1948 года он защитил кандидатскую диссертацию. Новый 1949 год Гумилев и Варбанец встретили в общей компании. По свидетельству ее подруги, которая называла ее «птицей»,
После ухода Льва Наталья тихо пропела строки застольной песни. «Миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать. Звени бокалом, жизнь моя, гори любовь и хмель. Нет, только б не сейчас, друзья, в морозную постель». Примечание. Козырева. «Лев и птица». Воспоминания Льва Николаевича Гумилева. Санкт-Петербург. Росток. 2003 год. Страница 160. Конец примечания. 7 ноября 1949 года Гумилев был арестован. Так же, как десятилетия назад, из-за ареста он не получил университетского диплома. Так и в 1949 он не успел получить высланный ему из ВАК кандидатский диплом. Пленительные минутные встречи обернулись для него десятилетием лагерей. На допросах из Льва Гумилева выбивали признание о шпионской деятельности Ахматовой в пользу Англии. Ахматова недолго была очарована птицей. Арест сына развеял ее чары. Однако Наталья продолжала приходить к Анне Андреевне и помогать ей по хозяйству. Ей резко отказали от дома. Уходя, Варбанец ответила: «Анна Андреевна, вы, конечно, королева, но я тоже принцесса». Примечание. Рубинчик, Ольга. Das ewig weiblich. Немецкая вечная женственность. В советском аду. Наше наследие. 2004 год. Номер 71. Конец примечания. Видимо, это снова игра слов. Владение. Le dauphin. Титул. Le dauphin. То есть наследственный принц. В открытке, отправленной сыну в лагерь, мать пыталась предупредить его, скрыв смысл между строк. К бывшей его подруге Ахматова применила метафору, использовав многозначный и меткий каламбур. Она назвала ее не птицей, а девой-розой, чье дыхание, как мы помним, полно чумы. Примечание. Александр Сергеевич Пушкин широко использовал образ розы, в зависимости от контекста придавая ему различный смысл. Для поэта этот цветок был и символом мимолетного чувства, и метафорой сладостной неволи, в которой потерявший голову и ничего не подозревающий певец поет нежные песни. Ей, гордой и прекрасной. «О, дева роза, я в оковах», 1824 год. В зловещем пире во время чумы благоухание розы олицетворяет смертоносную отраву. Конец примечания. Варбанец написала Льву в лагерь, и надо помнить, что переписка с заключенными ГУЛАГа всегда была подцензурной и шла только с санкцией органов. Примечание. Исходя из объема своей переписки с лагерем, Варбанец не могла не иметь общения по этому поводу с соответствующими органами. И то, что она возобновила переписку после 5-летнего полного молчания, скорее всего свидетельствует о том, что она получила на это соответствующую санкцию или даже прямую команду. Люблинский также поддерживал письмами своих репрессированных друзей и их семьи. Некоторые из них затем получили новые лагерные сроки. Конец примечания. Вновь со дна погибших лет в его жизнь вплыла она. Поверил ли матери Лев Николаевич? Подобно герою стихотворения Мандельштама «Тень», он пытался разобраться, кто же его возлюбленная, ангел или демон? Через своих знакомых он стал наводить о ней справки. И даже узнав про ее недолгий брак, Элен все-таки хотел верить в искренность ее чувств к нему. Муммой, именем любимой, но неверной жены из драмы Гейне Атта Тролль, поначалу называет ее Лев Гумилев в своих письмах.
Пленник даже смирился с тем, что Варбанец, как и героиня драмы, Мумма – женщина, и вероломство имя ей, потому что она, разлученная судьбою с благородным славным мужем, не погибла от печали, не сошла с ума от горя, нет, напротив, продолжала жить в веселье, в вечных танцах и в погоне за успехом. Примечание. Гейне. Атта-тролль. Сон в летнюю ночь. Москва. 1978 год. Конец примечания. В надежде на брак Эллен методично добивается от нее определенности. В ответ, уверяя его в своей любви, Варбанец все же честно напоминает, он для нее только лишь люль, герой мимолетного курортного романа из песни Вертинского. Затем, как героиня записной мелодрамы, в строках своих писем Варбанец рыдает холодным и пасмурным днем, ведь их любовь лишь майская шутка. Наконец Л.Н. понял, что в этом спектакле ему уготована роль Пьеро, что он для нее безутешный мальчик Пай, и что Варбанец вовсе не его неверная жена Мумма, а нечто худшее – птица. Примечание. В народных сказках птица Феникс навевает сон храбрым воинам и поет им сладкие песни о тихом счастье, а на языке специальных служб ласточками или птицами называют сотрудниц, выполняющих по их заданию роль медовой ловушки. Конец примечания. Злую шутку в стиле Серебряного века сыграли с ним. Иллюзии окончательно исчезли после того, как наконец-то она определенно заявила, что хочет не семейной жизни, а встреч. ГУЛАГ не оставил Гумилеву выбора. Зэк ценил любую связь с миром, поэтому он констатирует, даже потеряв Мумму, я буду писать письма птице. В ответ она снова обещает ему весну и любовь. Но Л.Н. уже точно знает, какая это любовь. Черные мысли, как птицы, летят в ее письмах на юг. К нему, в казахстанскую неволю. В декабре 1949 года Люблинский стал одной из фигур дела космополитов, но его не посадили. Он прошел травлю, несмотря на заступничество академика Тарле и других, и жестокую расправу, увольнение по собственному желанию. Но Люблинский, по словам Козыревой, учил самому главному, тому, как нужно всегда стараться жить, ни в чем не изменяя себе, и тому, что ты сам считаешь правдой, и не оглядываясь на то, какое по нашим головам шагает время. И снова его знакомые отбывали сроки. Люблинский же был на свободе. До 1956 года он читал лекции и работал по договорам. Варбанец после дела космополитов отправили в ссылку в отдел каталогизации, но сразу после смерти Сталина восстановили на прежнем месте. Судя по постоянным конфликтным ситуациям вокруг нее в библиотеке, работать она продолжала с прежним энтузиазмом. После освобождения летом 1956 года Лев Гумилев, выяснив в отношении птицы все для себя окончательно, расстался с Варбанец. Туман рассеялся. Таинственная и прекрасная незнакомка обернулась даже не крылатой девой-обидой, девой-бедой, а дешевым персонажем комедии, сыгранной на подмостках советского балагана. Еще в июне 1955 года Лев Николаевич писал о Варбанец. У этой милой дамы есть свой принцип – неверность всем любовникам. Ну, раз так, что ж с нее спрашивать? Да и отношение к ней возникает соответствующее. Спустя несколько дней констатировал, орнитологические темы сейчас не актуальны. Картинно страдая, Варбанец настаивала на продолжении встреч.
но возобновить спектакль по старой постановке не удалось. Цель искусной эстетичной игры была достигнута. За нее было отплачено Л.Н. сполна, а замысел раскрыт. Придуманный мир царства вечной весны рухнул. Предательство Лев Гумилев не прощал. Не рассчитывая на ответное благородство, он вернул ей все ее письма. К тому времени у Льва Гумилева и Ахматовой уже не оставалось сомнений относительно настоящего места службы их общей бывшей знакомой. Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Инна-Пресс. 1998 год. Конец примечания. 2 июня 1956 года вышел указ Верховного Совета СССР о полной реабилитации Льва Николаевича Гумилева по делу номер 1950, 1949 год. В 1957 году Люблинский возглавил лабораторию консервации и реставрации документов при Академии наук СССР, где и проработал до конца жизни. Примечание. Впоследствии карьера Люблинского была весьма успешна. Он входил в реставрационный совет Государственного Эрмитажа, был редактором Совета Всесоюзной научно-исследовательской лаборатории консервации и реставрации музейных художественных ценностей, членом-соревнователем Комитета Международного совета музеев, неоднократно бывал в заграничных командировках. Конец примечания. А что ж Мумма? Мумма обрела в Жардин-де-План, ботаническом саду, положение и место, и пожизненную ренту. Карьера Варбанец в публичной библиотеке успешно продолжалась. В ноябре 1972 года она, уже выйдя на пенсию, наконец-то благополучно защитила кандидатскую диссертацию «Иоганн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе». Она была уволена из ГПБ лишь после смерти Люблинского. Руководство, вероятно, не питавшее добрых чувств к такой проблемной сотруднице, подвело ее под увольнение по сокращению штатов, то есть добровольно уходить она не собиралась. Фан. В 1969 году произошла случайная встреча Льва Николаевича с Варбанец. Она попыталась разминуться с ним, но Гумилев протиснулся к ней через весь вагон трамвая и громко прочел отрывок из «Руслана и Людмилы». «Возможно ли? Ах, Наина, ты ли? Наина, где твоя краса? Скажи, ужели небеса тебя так страшно изменили?» Почему же так жестоко? С тем, что любовь эта оказалась банальной оперативной разработкой, бывалый зэк мог бы и смириться. И почему Лев Николаевич называл ее не птицей, а именем злой волшебницы, не без успеха строившей козни? Ее могущество было велико. Вспомните, как у Пушкина: «Душою черной зло любя». Наина перемещалась во времени и пространстве. Не намек ли это на изучение оккультных феноменов, левитации и прочих в масонских кружках Мейера-Федотова? Издавна женщину, обольщавшую и губившую мужчин, считали связанной с нечистой силой. Со времен средневековых моралите и вплоть до работ Ломброзо описан тип женщины, живущей по зову биологических инстинктов. Феномен ярко воплотил немецкий поэт-экспрессионист Франк Ведекинд в образе героини трагедии идеологии «Дух земли» и «Ларец Пандоры». Истинными законами общества она считает законы природы. Героиня бросает одного за другим своих поклонников, полагая, что ее жертвы виновны сами. Неординарность мировоззрения Натальи Варбанец немного приоткрывают письма известной пианистки
Юдиной 1899-1970 годы, которая стала христианкой. Своего давнего знакомого по кружку Воскресения Люблинского Юдина считала всегда активным интеллигентом-просветителем. Для нее он был учителем во всем, касавшемся интеллектуальной жизни, чтения, писания того или иного, оценок книг, явлений, людей, во всем исключая веры, религии, церковности. Примечание. Юдина. Письма к Люблинскому, 1956-1961 годы. Звезда, 1999 год, номер 9. Конец примечания. Видимо, поэтому в письме к нему от 1 сентября 1956 года она пишет: «Что касается изложенного вами мировоззрения, то оно мне представляется печальным, беспросветным, как всякое безверие, а вы упорно, из самой общечеловеческой гордости, за него держитесь. Да осветит вас, столь много знающего и умного, и когда-то более доброго, чем теперь, милосердный Господь светом своим». Удивляясь материальным возможностям Люблинского, редким для тогдашних людей науки и культуры, 14 августа 1958 года Юдина восклицает: «Где же это все же вы служите?» Позже, 15 апреля 1959 года, она напишет ему: «Вероятно, нас с вами и Алексей Дмитрич и Бимочкой, имеется в виду Варбанец, разделяют некие стилевые признаки». Примечание. Бимой в узком кругу друзей Люблинского называли Варбанец, но так называется возвышение в синагоге, в переводе с иврита «возвышенное место», место для проповеди. Смотрите электронную еврейскую энциклопедию http://www.11.co.il/article/10631. Конец примечания. У всех вас условно безверие или кризис веры XIX века и начало сего. Отсюда некая витиеватость понятий, образов, мировоззрения. В отличие от Льва Гумилева, Варбанец сохранила, но, возможно, ее обязали это сделать, его письма, но при этом уничтожила свои и отмстила чужими руками, сделав их предметом досужего любопытства. Жизнь Льва Гумилева и его научные достижения показали, насколько чужда ему роль сентиментального маленького человека. Своей силой духа и тягой к знаниям сын Серебряного века перерос его. Он с достоинством претерпел интриги чекистов-большевиков и тяготы застенков ГУЛАГа. Семейное счастье ученого составила Наталья Викторовна Гумилева.